Якутия – самый большой и самый холодный регион России. Зимой Якутск превращается в царство мерзлоты. Горожане минимализируют передвижение по городу и как можно реже выходят из своих теплых квартир. Но только не герои нашего ролика. Казалось бы, такой холодной зимой активный спорт возможен только в помещениях и с оплаченным абонементом. А эти ребята с удовольствием приходят на школьный двор и занимаются стрит-воркаут. Занимайтесь спортом, друзья, и будьте свободны! В Якутске есть несколько клубов любителей бега, и даже минус 50 для них не помеха. А уж февральская погода для этих бегунов уже почти весна. О правильной экипировке при низких температурах говорит мастер спорта Республики Саха-Якутия, старейший организатор многих соревнований по бегу в экстремальные холода, 70-летний Артур Корякин. Мы бегаем каждый год зимой в первое воскресенье декабря. И один раз у нас было минус 46. Бежим 10 километров. Главное, в экипировке верх должен быть непродуваемым. И внизу у меня есть одни ритузы. Носков у меня двое, шиповки зимние, шапка здесь, все. И нужна маска, потому что всегда, когда бежишь, пар идет, и он оседает на лице, и может маленькое мороженое бывает. Пешими прогулками можно заниматься в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки. В выходные дни я с удовольствием отправляюсь в пешие походы. В холода одежда должна быть в несколько слоев, так теплее. А подниматься в гору нам помогают палки. Зимой дальние прогулки мы совершаем группой, ведь в минус 50 даже просто подвернуть ногу уже большой риск. Ну а кроме того, вместе нам всегда веселей. Пешие прогулки по гористой местности – это самый доступный и эффективный вид активного отдыха. Занимайтесь спортом. Это здорово! Даже в нашем холодном регионе есть возможность без особых затрат провести время интересно и с пользой для себя. Ведь спорт доступен всем. Наши герои уже сделали свой правильный выбор. А ты?